Надо суп варю. Выглядывает солнце. Стандартный классический суп. О, блин. Суп пачковый из пачкового супа. Черные вороны летают что-то. Что они тут потеряли, блин? Не пойму, надо или нет соль. Ничего лишнего. Картошка, тушенка и пачковый суп. Самый быстрый вариант. Добавлю, наверное, много не буду добавлять, но... О! Я уже не помню, когда последний раз солнце выглядывало. Что в эти дни вообще дожди, пасмурно было все время. Ну-ка. Угу. 2 лайка даже. Очень вкусно. Сейчас пусть минут 10 прокипит тут и будем обедать. Так, тут у нас томатная паста, не знаю почему привез. Мешки для мусора. Мешки для мусора понадобятся для всякой разной цели. Там рыбу там, как сказать, затарить, или же птицу подстрелим. Лекарства, патроны запасные. Сегодня майонез я взял Ряба, чтобы не говорили, что я рекламирую этот Махеев. Вот сметана уже другой фирмы, Ряба. Так, тут у нас лук, опарыши. Тазик новый. Вот такой тазик привез. Тоже, скажем, картошку чистить. И вот такие 2 глухаря. Немножко я ошибся с размером. Я 100 прикупил. А надо хотя бы 150. И эти глухари я хочу прикрутить вот сюда. Ну, в принципе, вполне достаточно, оказывается. Здесь 40-ка и 6 сантиметров еще в бревно я прикручу. Не, вполне достаточно. Знаете, вот здесь эта стойка, времянка. Вот сейчас вот здесь примерно 20 сантиметров. И эта стойка вообще горячая. Ну, я не могу терпеть это. Вот так. Не знаю, загорится или нет. Вот, скажем, вот шелуха, но вряд ли загорится. Но 20 сантиметров от печки это мало. Это мало. Скажем, хотя бы 30 сантиметров подальше, чтобы было. Здесь основной жар. Вот здесь уже прохладнее, но все равно горячо. Да, вообще горячо тут. Туда надо этот. Сейчас я обложу кирпичами как-то. Это не вариант тут. Здесь прохладнее, вот здесь прохладнее уже становится. А здесь вот над печкой вот здесь вообще греется очень сильно. А тут, ну, тут бревна тоже теплые, да. Жар, конечно, дает конкретно. Обложить надо кирпичами. Пожара, наверное, думаю, не будет, но жар конкретный дает эта буржуйка. Вообще. Здесь прохладно. Здесь все прохладно. Ну, как сказать, ну, не горячо. Вернее, не горячо. Не скажу, что прохладно, так холодно. Тепло, но
не горячо. Здесь ничего не нагревается. Здесь все нормально. Только вот эта стойка. Ладно, сейчас я буду прикручивать хотя бы по одной. Я думал еще привезти по длине. Сейчас это прикручу, а там посмотрим. Это привез для того, ребят, кто... У меня так-то, если я, скажем, один, здесь никто не придет. Но всяко разные люди бывают, злую шутку сыграют, там, скажем, это выбьют отсюда. И все это на соплях потом, на гвоздях, это мало. Сейчас я вот это закручу, и как конкретно уже будет висеть. Хоть и это можно убрать потом. Но спешить не буду, пусть стоит. Мне он не мешает. Советовали также мне сделать как бы сквозной шпилькой. Скажем, здесь бревно такое, шпилькой сквозную дырку сделать. И сверху тоже поперек бревно. Хорошая идея, между прочим, хорошая, толковая идея это. Но туда надо дрель привезти, станцию, электростанцию. Я этот самый легкий вариант выбрал. Вот так и прикручиваем. Хорошо идет резьба. Сейчас что-либо строить намного легче, чем вот было раньше, скажем, лет 40-50 назад. Сейчас все есть. Мир крепежа, зайдешь там, все досконально там можно прикупить, чтобы построить из, как сказать, из бруса, из доски любое помещение. Ну, примерно так. И с другой стороны еще второй закручу, и будет висеть. Уже для страховки это уже нормально будет. Ну, примерно так. Один и вон там второй. Пока хватит. Диагоналем так прикрепил по одной. Там уже суп готов. Надо убрать оттуда. Вот такие ключи у меня. Это от косилки. Ну и там еще набор ключей. Ой, это оставил. Темная ночь, тонко пули свистят по степи. Тонко пули свистят по степи. Сколько гнилья. Это все надо сжечь. Так, постепенно закидываю. Костер у меня не погаснет сегодня. Все время буду подкидывать.
будем обедать. Время так еще и не смотрел. Примерно сколько сейчас на часах. Ну что, ребят, решил я пообедать. Сейчас позвонил домой. Время 12 часов 40 минут. 20 сентября сегодня. 12:40. Сейчас позвонил домой, дозвонился со смартфона Теле2. Ну, буквально от костра, там холмик, туда встаешь и нормально. Я сел, даже поговорил. И сразу же, конечно же, я сказал жене, говорю, сегодня лося видел очередного. И как настоящая жена блогера, она не стала там спрашивать, стрелял или нет, а удалось нет заснять, говорит. Ну вот так, говорю, вышло, что не получилось. Не вовремя, говорю, аккумулятор у меня разрядилось. Чуть-чуть мне повезло с аккумулятором. Вот буквально хотя бы, ну, на 3 минуты хотя бы была бы еще как его, зарядка на съемку, и все бы получилось. Я бы вам показал. Ну, это не какой-нибудь мамонт или еще что-то там сверхъестественное, но все равно приятно было бы показать крупного животного. Вот такие дела. Если какие-то вопросы будут, скажем, вот будет ли охота или еще на лося, ну, я заявление на приобретение лицензии подал. Как сказать, заявление приняли, охотобщество приняло. На рассмотрение, ну, может, неделя там или сколько дается, не знаю. Я первый раз так, через госуслугу. Шанс есть или нету. Также, вот, не знаю, меня обманули или нет. Сказал один человек, что на Корткоровский район дается 7 лицензий на Корткоровский район. Это там 1000 охотников. И на 7 голов лицензию дают. На 7 лосей. И из них, из 7, говорит, 6 уже волчатники. Значит, кто волка добыл, им дается бесплатно. Ну, вне очереди. Ну, шанс 1 на 100. Не знаю. Вряд ли что получится. Как-то не уверен. Но как все происходило, я поснимал также видео. Рано или поздно я выложу. Может, выложу перед этим видео. Или же после этого сериала. Или перед этим сериалом. Видео, как я на лицензию заявление подавал. Что сказать еще? Буду обедать. До обеда у нас получилось добыть одну утку. Стрелял вот с такими патронами. 3-м номером, оказывается, я стрелял сперва 2 утки, которые сидели. У меня заводской был в левом стволе. Это чок, там левый ствол чок. Думал, куча лучше и подальше бьет хорошо. Но оказывается, 3 я стрелял. Ну, я обычно 5 тоже беру. Но и 3-й номер патрона, пачку там осенью обычно беру
Если глухаря там добыть, ну, третий номер достаточно. Не надо даже первого, ничего. Третьим, если попадет, также падает он. Ну и 2 патрона еще самозарядка. Вообще как-то спонтанно, ну, надеюсь, все получилось заснять. Все спонтанно получилось. Вот, если твоя птица, добыча, хоть что, хоть куница, хоть лось, хоть медведь, птица, звери, если от тебя убегает, бесполезно его догонять. Это шанс тоже минимальный. А когда твоя добыча, вот видели вы сегодня, как в одну птицу я стреляю, они улетают, не хотят мне попасться. А вторая добыча вот мне прям под руки попалась, вот под, ну, под ноги, скажем, буквально от меня 25 метров сел и получилось добыть. Вот так и живем. Реально очень вкусно получилось, вкусный суп. Да, всегда я обожаю этот суп пачковый. Я в тепле посидел, блин, такой кумар начинается. Хочется лечь и отдохнуть. Как-то вялое состояние сегодня. Не-то устал, не-то какая-то усталость от этого остеохондроза. Вот. Врагу не пожелаю, если у вас начался остеохондроз, то это уже, как врачи говорят, это неизлечимая болезнь, но и также силы отнимает вообще, блин, очень сильно. Как бы все время чувствуешь усталость какое-то вот. Нехорошее ощущение такое. У кого остеохондроз, это должны понимать. Раньше столько бегал по тайге и так не уставал, а сейчас полдня походил и уже усталость какая-то. Вот. Ну, хочется, как всегда, мне поболтать с вами, пообщаться виртуально. Воочию, как бы, мало с кем я общаюсь, а вот так вот виртуально. Все меня слушают, никто не перебивает. Мне так интересно. Со своими знакомыми, считай, ты часто общаешься и все уже перерассказал им тоже. Неинтересно им слушать. Не люблю повторяться. Очень редко, когда уже я забываю что-то, я рассказал и по-новому рассказываю. Это я, значит, я подзабыл и по-новому рассказываю. А так, чтобы рассказал и через неделю снова эту историю рассказать, это не в моих правилах, это не люблю я. Также не люблю слушать таких людей. Скажем, если вот одно и то же повторяет человек, я всегда перебиваю его. Ты, говорю, мне уже это рассказывал. Мне это не интересно. Вот. Короче, суп остывает у меня. Сейчас я пообедаю, дальше будем смотреть, что будем делать. Солнце выглядывает. Да и сейчас дома жена тоже говорит, солнце, говорит, ясная погода там. Ну и сейчас тут тоже, ну, облачно, но так облако ходит, там солнце выглядывает, прячется. Вот. Короче, обед у меня. О, смотрите, какое солнце выглянуло. Вот это да, погода разгуляется. Вообще хорошо будет. Ну и красота сейчас видна. Вон. Листва желтеет. Уф, я так наелся. Как же тут красиво. Но эта красота скоро выпадет и будет так пасмурно до майских дней.
1 тонна, так снег выпадет и все. Эта красота все уйдет скоро. Там веревка вон торчит, и здесь должна быть 2 веревки, 2 верша, наверное, как называется. Хочу живца там поймать, не знаю, получится, нет. Закинул. Без приманки, без ничего так. Просто в кузове все лето я возил. Ни разу я еще не закидывал. Пускай там в воде будет. О, смотри, видели? Это окушок. Это окунь был. 100%. Между прочим, неплохой. Красивенький. Хожу, смотрю на свое творение. Вот такую пирамиду, короче, построил там. Обложил кирпичами. Ну, свою работу не стал уже снимать. И так карту памяти сжигаю уже. Дофига наснимал. Вот так оно выглядит. Здесь так. Обложил все. Не думайте, что вот, скажем, я спрятал буржуйку и не будет там греть. Щелей там очень много осталось. Я вообще ничем не забивал там. Здесь все открыто, труба открыта. Так что жар моментально будет давать. И в то же время будет греть эти кирпичи. И лишний час эти кирпичи будут держать тепло в избушке. Вот. Ну, примерно так. Там еще у меня кирпичей до хрена осталось. Не знаю, куда деть. Вот, смотрите. Годные кирпичи еще тут. Вон целые кирпичи. Куда-нибудь сложу, может туда в угол куда-нибудь. Далеко таскать не буду. Пусть стоит там. А остальное выкину, выброшу отсюда. Вот. Здесь бревно оставшееся одно. И вот видите, тут тоже какая-то вот нехорошая картина. Ну а из-за дождей какая-то вот какой-то грибок вон образовался он. Может сам по себе бывает, знаете, дерево такое вот с плесенью, ну с грибами, он гнилой. С виду он хороший, а внутри какой-то плесень сидит, грибок такой. И начинает внутри там гнить. Надеюсь, мои бревна, которые я поставил, там они хорошие. Здесь уже я закрыл для ночлега вон эти чурки, получурки. Здесь закрыл. Ну и с западной стороны еще. Тут все капитально закрыто. И вот тут. Тут, наверное, пленкой закрою. Мне лично не холодно будет. Так что будем ночевать. Солнце высоко еще. Дел полно. Времени пока полно тоже. Сейчас я сперва уберу кирпичи, а потом, наверное, займусь рыбалкой. На улице солнце выглянуло, и в то же время прохладно стало. Пришлось одеться, потому что ветер какой-то холодный сейчас. Плохой. Это вроде нормально.
знаю, пригодится, нет, но пусть пока тут будет стоять. Может, что-нибудь построю, может, нет. Ну вот, примерно так. Вот так вот. Это уже негодные все. На сегодня грязную работу я закончил. Что было, сложил вот сюда. Пусть лежат. Еще эту доску я прибью. Старая доска. Ну, она высохла с плесенью, которая тоже была. Вон. Старое воспоминание. Так, ну еще годная доска, и еще прибью за печку, чтобы сапоги туда ставить, чтобы подсыхал. Там срежу примерно она хотя бы 5 сантиметров лишнее и прибью. Самое то. В избушке началось испарение вот этих кирпичей. Они сырые вообще, ужасно сырые. И вот сейчас от печки, от жара все это испаряется. Здесь видно, как пар идет. Но незаметно, не очень так. Если фонарик зажечь, там сразу понятно станет. Но подсыхает немножко. О, уже вообще не втерпешь. А здесь все остыло. Здесь тепло, тепло, тепло. Но опасности сейчас никакой нету. И вот хочу сразу сказать, но как мы помним из подписчиков, кто смотрит мои фильмы, у меня труба вот тут была, вот здесь, вот тут. И многие мне писали, делал то 5 секунд, поставил трубу коленом и в эту же дырку, в это отверстие. Но в то же время это отверстие, скажем, вообще рядом, получается, от этого, от стены труба будет вообще рядом. Так что, ну, конечно, я время полдня, больше половины дня я потерял, пока я здесь шаманил. Но зато все безопасно, я думаю. А на второй избе, конечно, все по-другому сделаю. Все по-другому. Чуть-чуть отодвину тоже трубу, но и печка другая будет. Не такая, как здесь, а вот именно сам приварю, как где труба будет, все вы увидите, как я поставлю. Это в будущем году. Вот. Вот сейчас явно видно, вот пар. Видите? И прям вот тяжелый воздух сейчас в избушке. Очень тяжелый воздух. Прям этот, как его, ну, от испарения
влажный воздух. Фух. Там я дурак, блин, и ветер вот с костра сюда идет. Там у меня калоши были, блин, старые резиновые. Я в костер закинул, он там тлеет, и такой запах этой резины идет. Вытащи, что ли, его обратно. Вон там он. Не горит, а тлеет тоже. Фу. Ха. Труба дымит. Все нормально.